Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Сегодня перед микрофоном Сергей Бриштель и Олег Крупко. Тема разговора – от вознесения к восхищению. Присоединяйтесь. Где ты прекрасная, светлая, ясная, Родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, в синее небо направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкою стройной летят журавли. В крике их птичьем радости много, к родине вечной возвратились они. Там в вышине небес, в крае безоблачном, пастырь Иисус Христос ожидает меня. Скоро достигну я той красоты небес и снова к небу направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкою стройной летят журавли. В крике их птичьем радости много, к родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и в белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Прими мое сердце, цвет моей юности, в руки твои, Иисус, отдаю навсегда. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Прими мое сердце, цвет моей юности, в руки твои, Иисус, отдаю навсегда. Через 40 дней после Пасхи мы празднуем вознесение Иисуса Христа на небо.
Евангелист Лука сообщает об этом так. Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 стиха. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Кто из нас не знает, что разлука с любимым человеком оставляет глубокую рану в душе? Кто из нас не переживал прощание у вокзала, прощание у причала или у могилы? И кто из нас не знает, что прощание не обходится без слез и грусти? Расставшиеся люди не сразу могут вернуться к своим обычным делам. В мыслях они все еще на месте прощания. Ученики расстались не просто с каким-то другом. Они расстались с самим Господом. Но обратите внимание на то, каково их настроение. Они возвратились с великой радостью. Какая-то странная радость, вам не кажется? О чем можно радоваться, разлучившись с любимым учителем? Если бы Христос ушел на год или на 2, это уже плохо. Но Он ушел на тысячелетия. Если бы Христос ушел из Иерусалима и отправился жить в Дамаск или Каир, то еще была бы какая-то надежда, что за всю жизнь я повидаю с Ним, поговорю с Ним. Но Он ушел в недосягаемое небо. Как же можно этому радоваться? И нельзя сказать, что ученики как-то совсем без грусти расстались с Господом. Писание говорит, что грусть присутствовала при этом расставании, потому что ангелы после Вознесения спросили их: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Так вести себя могли только те, кто испытывал грусть. Но что-то изменилось после их беседы с ангелами, и они возвратились в Иерусалим с великой радостью. Их печаль сменилась радостью. Давайте подумаем, о чем же могли радоваться ученики, о чем и мы, может, тоже можем радоваться. Я вижу 3 важные причины нашей радости. Первое. Мы радуемся Христову благословению. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Это качество характера Христа – благословлять людей. Вспомним, с какой нежностью Он благословлял детей, которых приводили к Нему родители, ведь таковых есть Царствие Божие. Вспомним, как Иисус благословлял хлеб, который чудесным образом умножался. И вот в момент разлуки Христос благословляет своих учеников. Благословение означает Божье содействие всему тому, что ученикам надлежало сделать. А задача перед учениками стояла грандиозная, ведь Господь напутствовал им и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И это дело распространения Евангелия по всему миру – очень сложная задача. Ведь тогда не было средств связи, которые мы имеем. Не было и средств передвижения, которые мы сегодня имеем. Но были не только эти технические трудности, были также огромные духовные трудности. Невежество людей, их упорство, противление, ожесточенность, а также и влияние нечистых духов. Они всегда препятствовали апостолам совершать это благословенное служение. Для того, чтобы преодолеть все эти трудности, ученикам просто необходимо было Божье благословение. Есть народная пословица: «С благословения Божьего поплывешь и на соломинке». Ученики должны были принести огромные жертвы, чтобы распространять Евангелие до края земли. И в этом жертвенном служении они очень нуждались в Божьем благословении. Их заключали в тюрьмы, их лишали имущества, их казнили. И чтобы все это перетерпеть, принести жертвы для распространения Евангелия, им нужно было Божье благословение. И как хорошо, что они это благословение получили. Так что благословение Божие является и нашей защитой. Священное Писание называет всех нас, истинных учеников, настоящих овец Христовых, благословенными. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Этому факту благословения Христа может радоваться каждый искупленный возрожденный человек. Мы благословены также и тогда, когда у нас не все получается в жизни, и тогда, когда мы не можем осуществить свои желания.
Наши неудачи совсем не отменяют нашего благословения. Вы думаете, что у учеников Христа после этого знаменательного благословения не было каких-то проблем? Да много было проблем. И согрешали, и терпели какие-то неудачи, но все равно благословение Божие отмечало всю их жизнь. Если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, мы обязательно увидим присутствие этих благословений и в нашей жизни. Также мы радуемся триумфу Христа. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему. Христос пережил великий триумф. Когда совершил голгофский подвиг, с этой земли Он входит в небо. Как хорошо, что мы с вами участвуем в этом важном процессе поклонения нашему Господу. Мы не одиноки в этом, ведь когда мы поклоняемся Господу, то присоединяемся к великому сонму святых, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. И вот теперь Иисус освободился от оков земного притяжения. Теперь Он в небе. Ангелы радуются о Нем. Как же нам вместе с ними не радоваться триумфу Христа, что Он находится в небесной славе? Для Него все земное, все тяжелое уже закончилось. Хотя мы в искушениях, хотя мы не лишены трудностей и наших немощей, но все-таки призывает нас Господь радоваться о небесной славе Христа. У нас такой великий чудный Спаситель, который достоин, чтобы Его славили. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Деяния апостолов рассказывают, что у них была горница, где было собрано около 120 человек. И они молились и прославляли Бога. Из своего опыта могу засвидетельствовать, что оказаться одному среди неверующих людей – это очень большое и неприятное испытание. Когда пророк Илья понял, что остался один и что кругом нет верующих, он стал просить смерти. Зачем ему жизнь, когда нет общения с верующими? Уж лучше уйти на небеса, где есть святые, и там общаться с Господом и с ними, чем быть в одиночестве на этом белом свете. То, что мы с вами имеем детей Божьих, наших братьев и сестер, это великий Божий подарок нам. И лучшее место для общения – это, конечно, храм Божий. Они пребывали всегда в храме. А ведь у них было много причин, чтобы вообще не ходить в храм. Они могли бы сказать, там слишком много людей, жизнь которых так далека от святости. Господь дважды очищал храм, и никакого толку. А кто первосвященник в этом храме? Тот самый, который Христа осудил на смерть? И что, мы пойдем в этот храм, где книжники и фарисеи создали церковную мафию и взвинтили цены на жертвенных животных? Нет, в такой храм мы не пойдем. Мы святые, а святые должны идти только туда, где все святые. Если бы ученики так поступали, не стали бы посещать Божий храм, что было бы дальше? Наступает день Пятидесятницы, огромное количество людей приходит в этот храм, где правили фарисеи, саддукеи, книжники. И что еще интересно, именно этот храм стал тем местом, где покаялось 3000 душ. И написано, что потом верующие постоянно пребывали в этом храме. Как важно, чтобы мы не оставляли Дома Божьего. Хотя и здесь много несовершенных людей, несовершенных пасторов, диаконов, хористов, несовершенных членов церкви. Но если вы станете искать более совершенную церковь, то вы ее никогда не найдете. Везде, где человек, там будет и немощь, там будет и грех, там будут и проблемы. Совершенная церковь только в небесах. Еще мы радуемся небесному служению Христа. Христос вошел на небо также ради нового служения. Он является нашим предтечей на небесах, то есть тем, кто пошел перед нами приготовить нам путь. Он в небесах держит якорь нашей надежды. Да, в нашей жизни будут волны, будут серьезные испытания, нас может мотать из стороны в сторону, но никуда не унесет, потому что наш якорь в надежных руках Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, и говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Обратите внимание, какая же у него твердая уверенность. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не казаться нагими. Иисус устрояет наше благополучие на небесах. Он сказал в Евангелии от Иоанна, в 14 главе: «В доме Отца Моего обителей много,
А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот каким интересным делом занят наш Господь. Он готовит нам место. Подумайте, мы с вами всю вечность будем проводить на небесах. И Господь заботится, чтобы это место не было для нас скучным, чтобы оно было красивым, желанным, чтобы оно было удобным для всех нас. «Я иду приготовить место вам». Библия не дает нам никакого описания небес. Но одно известно: если этим творчеством занят Христос, оно будет для нас невообразимо прекрасным. Поэтому, как видим, хотя Христос и ушел, но оставил много причин для нашей с вами радости. И понятно, что мы не можем радоваться так мощно, как радовались ученики, хотя бы потому, что у нас не было таких тесных отношений со Христом. Нам не являлся ангел. Но та радость, которая нам доступна при этих условиях, должна обязательно в нас проявляться. Мы с вами рассуждаем о духовных истинах, которые непонятны плотскому или невозрожденному человеку. В беседе с Никодимом Иисус Христос говорит такие слова. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 11 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иисус очень много мог бы сказать своим ученикам о небесном царстве. Но человек, к сожалению, не способен, во-первых, понять это в силу ограниченности своего мышления, и, во-вторых, не готов даже принять эту истину просто верою. О Христе мы говорим, что Он вошел, вознесся к Отцу на небеса. Когда размышляем мы об этом событии, на мысль приходит следующее чрезвычайно важное событие – вознесение Церкви. Но когда Писание говорит о вознесении Церкви, чаще употребляется другое слово – восхищение. Оно обозначает красть, внезапно хватать, уводить. И когда апостолы Петр и Павел говорят о наступлении Дня Господня, они тоже говорят «придет как тать». И сам Иисус Христос в Откровении также дважды подчеркивает эту мысль. «Все иду как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою». Слово «тать» по-гречески «клептос» – вор. Почему как вор? Меня немного смущали эти сравнения. Ведь мы верующие собственность нашего Господа. Он купил нас дорогой ценой. И Он же придет за своими. Почему вор? Почему красть? Потому что и дьявол, и весь этот мир, лежащий возле, считает нас своей собственностью. Исайя 57 глава с 1 стиха. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестиво восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру». И еще потому, что абсолютно для всех, и для верующих, и для неверующих, этот день Господень будет очень неожиданным. Задремали все и уснули, и мудрые, и неразумные. Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 14 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Момент восхищения на облаках или непосредственно перед Ним тех, что остались живых, претерпят сильные изменения, эквивалентные воскресению умерших. Это изменение так таинственно, что мы не можем даже в некоторой мере представить его. Мы знаем об этом слишком мало или даже почти ничего. Знаем только в общем, что смертному сему надлежит облечься в бессмертие, что наши тела должны стать такими, чтобы могли наследовать Царство Божие, на что плоть и кровь в их настоящем виде не может претендовать. Это изменение
будет во мгновение ока, в то самое мгновение, когда воскреснут умершие во Христе или непосредственно после Него. И все вместе, воскресшие и изменившиеся, встретятся на облаках для встретения Господа на воздухе, чтобы приветствовать Его пришествие, чтобы получить венцы славы, которые Он будет тогда возлагать на них, и участвовать вместе с Ним в суде, который Он будет совершать над князем, господствующим в воздухе, и над всеми нечестивыми, обреченными на погибель вместе с дьяволом и ангелами его. Тогда настанет блаженство святых. И так всегда с Господом будем. Часть этого блаженства будет в том, что все святые соберутся вместе и навсегда останутся вместе. Но самое великое счастье неба – это быть с Господом, видеть Его, жить с Ним и радоваться с Ним вовеки. Это слово утешения для скорбящих об умерших родных и друзьях. Осознание того, что хотя смерть и произвела разделение, однако их души и тела вновь встретятся. Мы встретимся с ними опять, и все вместе встретим нашего Господа, чтобы вечно быть с Ним и уже больше никогда не разлучаться. И апостол хотел, чтобы мы утешали друг друга этими словами. Мы должны стараться поддерживать друг друга во время скорби. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 стиха. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в встретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Итак, церковь восхищена. От чего? Даже напрягая все наше воображение, нам трудно представить, что ожидает тех, кто окажется не готов к встрече с Господом на облаках. А ведь таких людей будет очень и очень много. Мы прочитали в послании Петра, что небеса разрушатся, стихии растают. Обращали ли вы внимание, что обозначает это слово «стихии» в оригинале? Стихии, то есть вещественное начало, элементы и базовые принципы. Еще в школе, сидя на уроках химии, мы помним таблицу на стене класса или химической лаборатории. Эта таблица содержала классификацию всех известных человеку химических элементов, тех фундаментальных компонентов, из которых состоит Земля и вся Вселенная. Периодическая система Менделеева является фундаментом, на котором стоит наука. И вот попытайтесь представить, все химические элементы растают, исчезнут. Первый закон термодинамики утверждает, что материя не исчезает, а переходит в энергию и наоборот. В 60-х годах в школе нам говорили, что ядерного топлива величиной со спичечный коробок достаточно для работы атомного ледокода «Ленин» на целый год. То есть 50 грамм радиоактивного материала расщепляется, то есть исчезает, вернее превращается в энергию. Для работы белорусской атомной станции было загружено 93 тонны ядерного топлива. Его должно хватить на 4 года работы станции на полную мощность. Я не силен в физике или химии, но я верю Библии и пытаюсь представить себе, что будет, если Земля расщепится и сгорит. Да так, что даже пепла не останется. Небеса пройдут действительно с большим шумом. По этому поводу между учеными происходит много споров. Они пытаются что-то объяснить. Но как можно объяснить, если любую такую ситуацию даже чисто гипотетически представить невозможно? Послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Обратите внимание, опять то же слово «стихия». Здесь также оно обозначает базовые принципы. Они тоже исчезнут. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Давайте еще раз зададим себе вопрос: ожидаю ли я Его пришествия? И действительно, желаю ли я, чтобы Он пришел скорее? Это тема следующей нашей беседы.
осталось жить на земле совсем немного. Наш Спаситель за нами скоро, Он придет. Но вопрос для нас всех остается еще все тот же. Что я сделал здесь на земле, или я готов? Не дано знать того нам дня, когда Спаситель к нам на землю придет, чтоб забрать с собой свой народ. Но оставил Он признаки своего прихода. Знаем мы, что уже весна, и Он скоро придет. Помоги, мой Господь, достойно Тебя дождаться, не сложить руки нам, а идти смелей вперед. Чтоб свеча не сгорела моя, помоги сражаться. Помоги не уснуть у самых нам ворот. Не дано знать того нам дня, когда Спаситель к нам на землю придет, чтоб забрать с собой свой народ. Но оставил Он признаки своего прихода. Знаем мы, что уже весна, и Он скоро придет. В отношениях человека и Бога есть белые пятна. Нам не все открыто, но открыто главное. Мы не все понимаем, но понимаем главное. У пророков написано: «Открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое – Господу». Господь показывает достаточно. И то, что нам надо знать, и то, что мы способны вместить. Очевидно, что Он был, есть и грядет. Учение Иисуса Христа – ободрение, проверенное временем. Оно оставлено церкви, и в этом огромное благословение. Общение с Ним не просто реальность, но жизненная необходимость. К тому же, покидая учеников, Иисус сказал, что не физически, но духовно с ними до конца. В этом единстве церкви и главы Церкви Христа невероятное благословение. Он держит нашу настоящую и будущую жизнь под контролем. Единственное, что никогда не должно потерять актуальности для нас, так это слово «бодрствуйте». Почему? Верующие не умирают, за ними приходит Господь. От вознесения мы отдаляемся, к восхищению приближаемся. Будем же готовы встретить Его. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, а также звукооператор и наш гость Олег Крупко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. До следующих встреч и Божьих вам благословений. Милостивый Господь, Ты зовешь всех людей так долго, и покаяться время еще Ты им даешь. Не сказал, чтоб никто, мы не знали совсем того Бога, того, кто жизнь нам вечную дает. Не дано знать того
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. У «Тихих вод» Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы поговорим о человеке, который посвятил свою жизнь служению нуждающимся людям. Имя этого человека – Уильям Бут. Может быть, вам приходилось видеть христиан, облаченных в форму военного образца с двумя буквами А, С. Это солдаты и офицеры армии спасения, международной христианской благотворительной организации, основанной в Англии в 1865 году. Девиз армии спасения – сердце Богу, руку человеку. Оружие – Слово Божье, милосердие и практическая помощь нуждающимся. Мы не будем затрагивать доктринальные особенности или же организационную структуру, которая сложились в армии спасения за 1,5 века ее существования. Сегодня мы будем говорить об Уильяме Буте, человеке, для которого Евангелие было не теоретическим, но практическим руководством жизни. И в этом нам, христианам 21 века, есть чему у него поучиться. Жизни река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Вера — нелегкий путь, узок он и тернист. Главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера — нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в Царстве Его святых. Вера — нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в Царстве Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь.
Вильям Бут родился 10 апреля 1829 года в Англии, в городе Ноттингеме. Их семья была очень бедной. В 13 лет Уильяму пришлось оставить школу и идти работать. Рабочий день длился от 12 до 16 часов в сутки, а получал он за это гроши. Вечером он был настолько усталым, что часто бросался в постель, не раздеваясь. Ноттингем слыл безнравственным городом. В нем господствовала ужасающая нищета. Стоило мужчинам получить на руки деньги, как они тратили их на алкоголь и развлечения. Это очень удручало Уильяма. Он знал, что нужно было что-то делать, чтобы устранить это зло. Но что? Когда Уильяму было 15 лет, тяжело заболел его отец. Всю жизнь Самуэль Бут был далек от Бога, но на смертном одре он принял Господа Иисуса как своего Спасителя. Начиная с того времени, Уильям начал посещать богослужения в Уэсли-капелле в Ноттингеме. Там он отдал свое сердце и жизнь Иисусу. После того, как Уильям стал Детем Божьим, у него появилось страстное желание рассказывать другим людям о мире, который он получил. Уже давно его сердце было расположено к бедным. Теперь, когда он стал верующим, он еще больше чувствовал свою ответственность за них. Однажды он привел в церковь целую толпу нищих, оборванных мальчишек из бедного квартала. Однако священник, вместо того, чтобы обрадоваться, очень на него рассердился. Он объяснил Уильяму, что если тот еще раз захочет привести с собой бедных людей, то им следует зайти в церковь через заднюю дверь и сидеть там, где их никто не видит. Но Бут не смутился. Он неутомимо продолжал свою работу среди бедного населения. Уильям решил быть проповедником. Это было смелое решение, потому что проповеди не приносили доход. Часто ему нечего было есть, нечем было заплатить за жилье. Но Бог благословил служение Уильяма Бута. Он ездил с места на место и возвещал Евангелие. Вскоре в газетах появились статьи о его служении. Его деятельность даже привлекла внимание парламента, который похвально отозвался о его работе среди бедных. На одном из собраний Уильям познакомился с Катериной Мамфорд. Взаимный интерес перешел в любовь, и она стала верной спутницей его в жизни и служении. Уильям и Катерина Бут выбрали для проповеди Евангелия не добропорядочных прихожан, а сброд из беднейших кварталов Йорка, Шеффилда, Лондона. Бут говорил: пока на свете существует хоть один пьяница, пока по улицам ходит хоть одна несчастная падшая женщина, пока остается на земле хоть одна человеческая душа, живущая во мраке, лишенная света Божьего, я буду бороться до конца. Семья Бут испытывала денежные затруднения, потому что Уильям проповедовал людям, которые сами ничего не имели. Но они с верой продолжали работу. Многие из покаявшихся хотели свидетельствовать о Господе. Чтобы далее заботиться о них, Уильям Бут основал общество. Он также поощрял их приносить пожертвования на дело Божье. Он объяснял им, что раньше они почти все деньги отдавали на пиво и табак. Теперь же им следовало также охотно жертвовать для служения Господу. Однажды, диктуя письмо своему секретарю, Уильям Бут употребил фразу: «Мы являемся армией добровольцев». Брэмвилл, сын Бута, услышав это выражение, заметил: «Добровольцев? Я не доброволец, я профессиональный солдат». Услышав это, Бут велел своему секретарю зачеркнуть слово «добровольцев» и вместо него написать: «Мы являемся армией спасения». Так возникло название «Армия спасения». После многих молитв и размышлений Бут решил организовать служение в организации по образцу, принятому в армии. Так он ввел воинские звания, ранги, чины и форменную одежду. Генерал Бут болел душой из-за бездомных. Однажды он спросил своего старшего сына, знает ли тот, что у многих людей нет крыши над головой. «Да», — отвечал юноша. «Тогда тебе должно быть стыдно, что ты знал об этом и ничего не предпринял», — заметил генерал. После этой беседы
Он дал сыну поручение разыскать место, где можно было бы пристроить бедных людей и позаботиться о них. Часто генерал Бут вставал по ночам и ходил взад и вперед по комнате. Его сын спросил, что это он делает. Бут ответил, что он думает. Юноша поинтересовался, о чем он думает. Тогда отец ответил, о грехах людей. Забота о душах людей, живущих вдали от Бога, была самым большим делом с момента его обращения. Когда Катерине Бут исполнилось 59 лет, выяснилось, что она была больна раком. Как раз в это время генерал Бут дал согласие на проведение ряда мероприятий в Голландии. Но, услышав о болезни жены, он хотел отказаться от этих собраний. Она уговаривала его поехать туда. «Я готова к смерти», — сказала она, — «а многие люди там еще не готовы». После этого Бут отправился в Голландию. К его возвращению Катерина очень ослабла, и 4 октября 1890 года Господь взял ее к себе. После смерти жены Бут продолжал свое дело. Армия спасения утвердилась во многих странах мира, и Бог благословил ее труд. Земной путь Уильяма Бута закончился в 1912 году, но начатое им дело продолжается. В настоящее время деятельность армии спасения охватывает 96 стран на всех континентах земного шара. Численность армии спасения составляет 3 миллиона человек. Она насчитывает свыше 14 тысяч корпусов, то есть приходов, а также большое количество социальных, медицинских, образовательных и других общественных служб. Армия содержит на свои средства больницы, столовые, ночлежные дома и другие социальные заведения. Уильям Бут уделял внимание не только социальным нуждам людей, но был глубоко духовным человеком. Сегодня мы познакомим вас с 7 ступенями освящения, которыми он предлагает пройти верующему человеку. Человеку, который озабочен вопросом личного освящения, Бут советует. Уделите особое время для размышления об этих ступенях. Побудьте наедине с Богом. Прочитайте обо всех ступенях внимательно несколько раз. Искренне просите о руководстве Духа Святого, чтобы Он не только объяснил смысл каждой ступени, но помог пережить каждую. Будьте осторожны, не спешите. Переходите на следующую ступень только тогда, когда ясно поняли предыдущую. Всем сердцем приняли ее и духовно пережили ее силу. Пусть уйдет на это больше времени, не жалейте его. Если искренне проходить так ступень за ступенью, то Дух Святой благословит такую полную отдачу, и верующий станет на новый путь жизни с чистым сердцем. Первая ступень. Я – дитя Божье. С доверием Богу я могу назвать Его моим Отцом. Я знаю, что Иисус Христос мой Спаситель, и что Он простил мне мои грехи. Я обращен, то есть мое сердце и жизнь были изменены Духом Божьим. Я освобожден от страха смерти, суда и ада. Я люблю Бога и желаю жить жизнью, угодной Ему. Я ненавижу грех и хочу быть совершенно свободным от него. Я молюсь, читаю Библию и люблю детей Божьих. По мере сил работаю для Господа, жертвую на распространение Царства Небесного на земле и очень хотел бы делать больше. Имею полную надежду, что Спаситель будет со мною в минуту смерти, что Он оправдает меня в день суда и примет меня на небо, чтобы пребывать с Ним вечно. Вторая ступень. Со скорбью признаю, что грех все еще живет в моем сердце и моей жизни. Хотя я имею уверенность, что я дитя Божие, но я, к сожалению, знаю также, что зло живет в моем сердце и моей жизни.
Ему там не должно быть места, и я очень желал бы удалить его оттуда. В сердце моем все еще обитают остатки гордости, суеты, скверного характера, злобы, ненависти, горечи, мстительности, самолюбия, похоти, лени, жажды удовольствий, земных богатств, неправды в мыслях, словах, поступках, зависти и так далее. Честно выбери из этого списка те грехи, которые особенно наседают на тебя. Ты борешься с ними и не всегда побеждаешь, так что впадаешь в отчаяние. Думай об этих особых грехах, пока не увидишь их отвратительность и пока не возненавидишь их. Я нахожу, что эти грехи проявляются в моих разговорах, в моей семейной жизни, в моих делах, в моей обычной жизни. Я чувствую, что эти грехи позорят Христа. Я чувствую, что это зло сильно мешает мне быть счастливым, постоянно раздражает меня и огорчает мой дух, часто толкает меня на греховные поступки, которые наводят на меня осуждение и принуждают каяться. Но хуже всего то, что вся эта неправда огорчает моего Спасителя. Я грешу против Его святой воли и против Его святого слова. Я действительно ненавижу эти грехи и жажду быть свободным от них. 3 ступень. Я верю, что Иисус Христос может избавить меня от всякого греха. На основании того, что я читал в Библии, и что Бог Духом Святым открыл мне, я вижу и верю, что мне можно быть свободным от власти всякого греха и что я могу вести святую жизнь. Я верю, что могу, как говорит Священное Писание, очиститься от всякой неправды, скверной плоти и духа, и затем ходить в обновленной жизни в страхе Божьем. Я не ожидаю, что буду освобожден от искушений, от печалей и страданий, или от возможности впасть снова в грех, пока я еще на земле. Но я искренне верю, что Бог может произвести перемену в моих желаниях и склонностях и дать такую силу Духа Святого, которая сделает меня способным побеждать всякий грех. Я вижу теперь, что Иисус Христос пришел в этот мир, жил и умер, и воскрес для того, чтобы разрушить все дела дьявола в моем сердце и в моей жизни. 4 ступень. Я избираю сейчас всем моим сердцем святую жизнь. Веря, что Бог очистит мое сердце и мою жизнь, когда я прошу Его об этом от искреннего сердца, я сейчас решаю хранить сердце чистым и жить дальше святой жизнью. Решаю искать Его благословение и принять Его, чего бы мне это ни стоило. Мне ясно, что я не получу Его без трудностей. Сатана, мир, плоть и все мои старые привычки будут восставать против этого решения. Но хотя мне нужно отказаться от разных вещей, которые кажутся приятными, и сделать то, чего мне не очень хочется делать, хотя придется открыть войну против врага души моей, который противится моей святой жизни, хотя мне придется бороться против моего маловерного сердца, прежде чем войти в эту обетованную землю святости, я все же уверен, что эта жемчужина достойна каких угодно усилий и цены, и что стоит приобрести его, чего бы это ни стоило. 5 ступень. Я отвергаю всякий известный мне грех и все сомнительное. Понимаю, что святость означает жизнь без греха, что Бог заповедал мне освящаться, чтобы быть участником в Его работе над очищением моего сердца и моей жизни. Я теперь же решаю сделать все от меня зависящее для своего освящения. Поэтому я теперь обдуманно и торжественно отвергаю все, что противоречит воле моего Спасителя и Господа, и что может помешать стремлению к святости моих братьев и сестер. Я отвергаю всякое зло в моих мыслях, чувствах и воображении моего сердца. Я отвергаю все, что кажется злом, ненужным или нечистым в моих привычках, в еде, питании, одежде, разговорах или в чем-то другом. Я отвергаю и оставляю все неправильное в моей домашней жизни, в моем отношении к жене или к мужу, к детям,
служащим, к старшим надо мною, к моему занятию и работе. Я не только отвергаю то, что мне понятно, как зло, но и все то, относительно чего у меня есть сомнения. В Библии сказано: «Сомневающийся осуждается, и все, что не по вере, грех». 6 ступень. Посвящаю себя всецело на служение Господу. Не только обещаю с Божьей помощью оставить всякое зло, но свободно и полностью посвящаю себя теперь на служение моему Господу. Я добровольно и с радостью кладу себя и все свое к Его ногам и прошу Его употребить, насколько Он может, такое бедное, слабое и недостойное орудие, как я, и такие незначительные средства, какими я владею, для распространения Его Царства и увеличения Его славы, а также для блага Его творения, как в настоящем веке, так и в будущем. Отдаю Ему мое тело, чтобы оно было Ему храмом. Отдаю мои руки, ноги, глаза, уши, язык и все части моего тела со всеми его желаниями и силами, чтобы Он хранил все тело и употребил, как Ему угодно. Отдаю Ему мой разум с его способностью запоминать, рассуждать, воображать, чувствовать, желать, чтобы Он все эти способности очистил и сохранил без порока до дня Его пришествия. Отдаю Ему мое сердце со всем, что в нем находится, способностями любить и ненавидеть, надеяться и верить, чтобы Он очистил мое сердце, занял собою, наполнил любовью Своею. Отдаю Ему, что имею, и обещаю считать это Его имуществом, предназначенным для Его дела, а себя только управляющим, старающимся употреблять средства таким способом, который Он одобрит и который принесет более славы Его имени и добра моим ближним. Я отдаю Ему мою жизнь и обещаю считать себя отныне принадлежащим Ему уже в этой жизни, так как буду принадлежать Ему в жизни будущей. Условия жизни и свое положение в мире — об этом я предоставляю заботиться как Ему угодно. Он может сделать меня богатым или нищим, больным или здоровым, сделать меня главою или подметкой. Он может оставить меня здесь на земле или взять к себе на небо. Я принадлежу Ему. 7 ступень. Я верю, что Бог ради Иисуса Христа теперь же очищает меня. Господи, Ты хочешь, чтобы я был святым? Иисус Христос Своей смертью купил для меня эту победу над всяким злом, и Ты обещал сделать меня святым, если я ищу этого всем моим сердцем. Имея свидетельство в себе, я отказываюсь от всех злых путей и приношу себя как жертву живую по воле Твоей. Я верую, что Ты теперь же принимаешь эту жертву и очищаешь мое сердце. Отвергая прочь все страхи и сомнения, я верю, что Ты принимаешь ради Иисуса Христа мою жертву, и что кровь Иисуса Христа очищает меня теперь от всякого греха. Слава Отцу Небесному, слава Его Сыну и слава Святому Духу. Я отныне вполне принадлежу Господу. Иисус.
Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова. Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Дорогие друзья, мира вам, радости и здравия. В прошлый раз мы говорили о пришествии Иисуса Христа, и сегодня хотелось бы закончить эту тему и уделить больше внимания нашей готовности к пришествию. Второе пришествие не какое-то одномоментное явление. Это, можно сказать, комплекс разных событий. Ему будет предшествовать телесное воскресение умерших во Христе и изменение верных, оставшихся в живых, восхищение церкви и встреча со Христом. Вот некоторые тексты Библии, на основании которых мы делаем такие заключения. 1 Коринфянам 15 глава, 51-53 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Фессалоникийцам 4 глава, 15-17 стихи. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение, то есть навстречу, Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Можно еще добавить к этому послание к филиппийцам, 3 главу, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Таким образом, апостол Павел говорит, что в пришествии Господа умершие во Христе воскреснут, затем Господь заберет живых, тела которых Он каким-то образом преобразит, так что это бренное смертное тело станет славным и нетленным. Но мы в любом случае уверены, что Господь выполнит свою часть работы. А нам надо подумать о нашей ответственности, о грядущем суде. Мы веруем, что всех людей ожидает праведный суд Божий. Верующих – судилище Христово, а неверующих – суд у Великого Белого престола. Верующих ожидает оправдание к жизни вечной, а неверующих – осуждение к вечной погибели. Снова обращаемся к учению апостола Павла. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ему вторит апостол Иоанн в книге Откровения. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». В Ветхом Завете к этой теме обращался Бог через пророка Даниила. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». 12 глава, 2 стих. Подобные страшные слова записаны в Евангелии от Матфея, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Возможно, размышляя о суде, кто-то вспоминает слова Лермонтова. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Конечно, такие слова заставляют нас задуматься о своей жизни, о том, как мы предстанем пред Богом. Вообще, учение о будущих событиях не может не влиять на наше поведение, наши поступки. Всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя так, как он чист. Апостол Павел таким образом соединяет жизнь и наше будущее. Апостол Павел также связывает пришествие и освящение. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Распространение учения о скором пришествии, за которым последует награда верным и наказание нечестивцам, не только воодушевляет верующих, но побуждает максимально удаляться от интересов и соблазнов греховного мира. Ведь есть ответственность за поступки, есть Божий суд. А если нет суда, если нет Бога, то ни о какой доброте, святости, милости речи нет. Ожидание пришествия побуждает нас к обновлению, освящению. Люди готовятся к посеву, жатве, зиме, к праздникам и приходу гостей, даже к смерти, припасая соответствующую одежду и ограждая место покоя рядом с родственниками. Но наша обязанность, как граждан Небесного Царства, подготовить все нужное для переселения, то есть подготовить себя. И в своих посланиях апостол Павел призывает, так сказать, сменить пижаму на рабочую одежду или даже праздничную, да еще и надеть духовное оружие. Христос уже на пороге, совсем близко. Вообще, евангельских верующих всегда отличало наличие строгой церковной дисциплины, серьезного отношения к поведению даже в мелочах. Например, многие верующие еще в начале своего движения в Российской империи запрещали употребление алкоголя, игру в карты, пение светских песен. Сегодня не всегда границу можно провести ясно. Есть много серых зон, полутонов. Но апостол, например, в 13 главе послания к римлянам проводит четкую границу. Он видит, что жизнь в мире сопровождается разгулом, пирушками, алкогольными коктейлями, распутством, кутежами. В свою очередь, верующий трезвится и бодствует. Он не предается пиршествам и разврату. Он убегает от них.
Он понимает, что нет в них смысла и полноты радости, только выпачкаться можно. К сожалению, молодые, неопытные люди порой стремятся взять от жизни все, или, как говорил блаженный Августин, «Господи, сделай меня целомудренным, только не теперь». Но зрелый христианин понимает цену, которую придется заплатить потом за грех. Конечно, у нас много недостатков. А что, если Христос придет в то время, когда у меня на уме плохая мысль, или я, не дай Бог, занимаюсь чем-то неприличным, беру или даю взятку? Погиб? Рассуждая об этом, надо прежде всего знать, что Бог не желает, чтобы кто погиб. И Он не хочет уловить нас в словах или в мыслях. Христос во второй раз явится для ожидающих Его во спасение. Послание к Евреям, 9 глава, 28 стих. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Христос отдал Себя за наши грехи. Неужели Он хочет погубить нас? Во-вторых, все мы несовершенны. И даже со своими хорошими мыслями и поступками не заслуживаем места в вечных обителях. И главный вопрос не в том, насколько мы приблизились к совершенству, а в том, растем ли мы, преображаемся ли в образ Христа. Впрочем, своими делами мы никак не оправдаемся пред Богом. Но если на Божьем суде мы будем одеты в праведность Христа, то спасемся. А за добрые дела будет награда. Понимание близости пришествия также побуждает нас к труду. Времени осталось мало. Надо потрудиться для Господа, пока есть силы. Как говорил апостол Павел, время уже коротко. Так что имеющие же он должны быть как не имеющие. И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Времени осталось немного. В возрасте 59 лет один брат написал: «Если 70 лет средней продолжительности жизни вместить в сутки, то сейчас в моей жизни где-то 8:30 вечера. Время летит так быстро, жизнь просто промелькнула перед глазами». Кто-то даже создал такие наручные часы, которые не только показывают текущее время, но и отсчитывают предположительно оставшееся нам время на Земле. Их рекламировали как часы, ведущие отсчет жизни, чтобы вы ценили каждую секунду. Вы можете посчитать, сколько на ваших часах. Даже если ориентироваться не на 70, а на 80, большую крепость, как замечает псалмопевец, то у многих на часах уже 9 вечера, а то и больше. А сколько людей уходит из жизни намного раньше? Размышление о пришествии побуждает к покаянию. Один из самых распространенных текстов в домах молитвы после «Бог есть любовь» «Се гряду скоро». Рядом с ним порой соседствует другой «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Господь не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Пусть Он благословит вас, дорогие друзья, чтобы мы все с радостью и готовностью ожидали Его пришествия. Готов ли ты оставить навсегда твой дом с обилием тепла и света, уйти в страну, откуда никогда ты никому не передашь привета, ты никого не сможешь навестить, последним хлебом с братом поделиться. Там никого не сможешь ты простить, там будет поздно плакать и молиться. О, помоги, Господь, прожить так жизнь, любить, прощать, как любишь ты меня. Ты за меня отдал всю свою жизнь, тебя люблю всем сердцем я. О, помоги, Господь, прожить так жизнь,
прощать, как любишь ты меня. Ты за меня отдал всю свою жизнь. Тебя люблю всем сердцем я. Готов ли ты оставить навсегда все то, над чем годами ты трудился? Ты ничего не сможешь взять туда. Уйдешь таким, каким на свет родился. Готов ли ты сейчас предстать пред ним и, позабыв о множестве забот, оставить все, пойти за ним одним? Куда Господь тебя не позовет? О, помоги, Господь, прожить так жизнь, любить, прощать, как любишь ты меня. Ты за меня отдал всю свою жизнь. Тебя люблю всем сердцем я. О, помоги, Господь, прожить так жизнь, любить, прощать, как любишь ты меня. Ты за меня отдал всю свою жизнь. Тебя люблю всем сердцем я. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог. Готов ли ты оставить навсегда твой дом с обилием тепла и света? Уйти в страну, откуда никогда ты никому не передашь привета? Готов ли ты сейчас предстать пред ним и, позабыв о множестве забот, оставить все, пойти за ним одним? Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Подошло время нашей встречи, и я снова рада приветствовать всех наших слушателей. Я ведущая программы Елена Делюк. А говорить мы сегодня будем... О чем же мы поговорим? Конечно, говорить сейчас буду я. Думаю, вы уже за день успели наговориться. Но какие слова употребляли вы в общении с ближними? Нам всем хочется слышать слова любви, поддержки, одобрения от наших родных, особенно от родителей. Увы, сколько людей своими словами убивают, калечат, проклинают тех, с кем приходится общаться, а в основном со своими близкими. Хуже всего, когда родители обзывают детей скверными и обидными словами, тем самым прогнозируя или определяя их будущее. Смерть и жизнь во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его». Книга притчи Соломона, 18 глава, 21 стих. Какие плоды вырастут из посеянных вами слов? Задумывались вы об этом? Героиню рассказа Дианы Козел «Дорога в храм» отец одаривал совсем неласковыми словами. И жизнь ее очень скоро пошла по наклонной. Что это? Он запрограммировал дочь на грешную жизнь или наследственность дала о себе знать? Можно долго рассуждать на эту тему, но сначала нужно услышать этот рассказ. И сегодня я начну вас знакомить с ним. Итак, Диана Козел «Дорога в храм». Алена бросила беглый взгляд на старый покосившийся дом, полуразрушенное сгнившее крыльцо и отвернулась. Она не для этого здесь. Женщина робко ступила на тропку, которая была ей знакома еще с детства, и сделала несколько неуверенных шагов. Сколько лет прошло с тех пор, как она последний раз шла этой дорогой? Около 20? Да, цифра не маленькая. Сейчас ей 36, а тогда было всего 16. Она вспомнила себя юной девочкой, вспомнила восторг, который испытывала всякий раз, ступая на эту тропку. Эти воспоминания как будто подталкивали ее идти вперед. Вначале нужно пройти через заросли кустарника. Сейчас они были такие же непроходимые, как и раньше. Алена раздвигала ветки и аккуратно шла по уже заросшей тропинке. Скорее всего, уже 20 лет здесь никто не ходил. Когда кусты остались позади, женщина остановилась и обернулась. Картины прошлого проплывали перед глазами. «Богу не нужны такие, как мы!» — кричал пьяный отец, сидя на крыльце. Девочка сделала шаг назад. От волнения она теребила пальцами выбившийся из косы светлый локон. Она знала, что отец не прав, и боялась, что Бог накажет его за такие слова. Поэтому, победив страх, Алена сказала: «Бог любит всех людей». Мужчина грязно выругался. «Твоя мать проститутка, а ты ее жалкое отродье! Запомни это!» Он попытался дотянуться до дочки, но не смог. 9-летняя девочка отлично знала смысл этих слов. Ее добрый папа с самого детства говорил ей, кем была ее мать, которая, когда Алене было 3 года, бросила их и ушла к другим мужчинам. «Не думай, что ты станешь святой! Ты такая же, как она!» «Я не такая! Я никого не бросала!» Попыталась оправдаться девочка, но она знала, что это бесполезно. «Подойди сюда!» — сказал мужчина, но девочка не шелохнулась. Она знала, что когда отец пьяный, он может сделать что угодно. «Подойди сюда!» Его голос был на пределе. Девочка сделала шаг назад. «Боишься?» Он разразился отборной бранью. «Запомни, Бог и церковь для хороших людей, для таких, как твоя тетя Соня, которая тягает себя туда. А тебе там не место. Ты ни на что не годишься, как твоя мать». От обиды Алена заплакала. Это окончательно вывело из себя пьяного мужчину. «Ах ты, тварь!» Он попытался встать, но не удержался на ногах и упал на крыльцо. «Ну ты у меня еще получишь, когда вернешься!» — крикнул он вслед дочке, которая скрылась в зарослях кустарника. Она бежала в церковь. Алена горько вздохнула. Она до сих пор отчетливо помнила это событие.
В ту ночь она ночевала на сеновале, потому что боялась идти в дом, где спал пьяный отец. Алена сейчас помнит эту обиду и боль, которую причиняли тогда его слова. Кто мог подумать, что эти слова станут судьбоносными? Ей было всего 16, когда она влюбилась. Ее рассудок словно помутился. Он приехал к ним на лето, молодой, красивый, модный, а она стала для него легкой добычей, хорошим развлечением. Когда девушка поняла, что наделала, было уже поздно. «Ты как она!» Осознание этого обрушилось словно меч, который висел над ней все эти годы, словно приговор, который уже давно был оглашен, а сейчас приведен в исполнение. Все в округе только и говорили: «Вся в мать». Отец выгнал ее из дому. В церковь она не могла пойти, потому что знала, как разочаровала всех, особенно тетю Соню, которая любила ее как дочку. Уехать — это было единственное решение. С этого момента жизнь пошла под откос. Она шла по следам матери, тень которой лежала на ее жизни всегда. Женщина попыталась отогнать от себя мрачные мысли и пошла дальше. Тропинка привела к деревне. По старой привычке она свернула на окольную дорогу. Тут безопаснее. «Смотрите, убогая идет!» Раздался голос одного из мальчишек, и вся компания деревенских разбойников повернулась к Алене. «Чумная!» — крикнул кто-то. Девочка внутренне сжалась. С этими мальчишками она ходила в одну школу. Они всегда обзывали ее обидными словами, но девочка не понимала, за что они к ней так относятся. Разве она виновата, что ее мама ее бросила, а отец пьет? Почему из-за этого ее все не любят? Даже взрослые не разрешали своим детям играть с ней. Алена не раз слышала от других детей: «Мне мама не разрешает с тобой играть». «Почему?» «Потому что твоя мама плохая, и ты такая же». Алене хотелось кричать, что она не такая, но кто ее будет слушать, если даже родной отец так считает? Только тетя Соня и люди в церкви ей говорят, что она особенная, хорошая. Поэтому Алена всегда любила ходить в церковь. «Давайте ее забросаем грязью!» Свора озорников бросилась к ближайшей луже. Алена тем временем стала убегать. Она бежала изо всех сил, но мальчишки были быстрее. Девочка почувствовала удар в спину, затем еще один и еще. Грязь была жидкая и стекала по платью на ноги и в сандали. Но Алена не сдавалась. Она бежала так быстро, как только могла, пока деревня не осталась позади, и мальчишки перестали ее преследовать. Девочка остановилась и посмотрела на свое платье. Оно было все в грязи. Алена заплакала. Она так старалась отстирать его, чтобы в церковь пойти в чистом, как ходят другие девочки. А теперь оно снова грязное. Нет счастья на земле без Бога, не веришь, пробуй, как и все. Зажав кулак стальную волю, стремись всегда быть на коне. Но конь строптивый, жизнь лихая, однажды выберут момент, и пересохшими губами, растоптанных других конями, ты скажешь: мире счастья нет. Ты скажешь: в мире счастья нет. Мой Бог, сила моя, новая жизнь, новая песнь, радости мир, слава и
в этом мое счастье есть. Все ищут молока и меда не в обетованной стране, и скачут слуги фараона и погибают в глубине. Во все ж века через пустыни идет искупленный народ, и испытание гнет им спины, от боли в жилах крови стынет, но счастлив тот, кто все перенесет, но счастлив тот, кто все перенесет. Мой Бог, сила моя, новая жизнь, новая песнь, радость и мир, слава и честь, в этом мое счастье есть. Мой Бог, сила моя, новая жизнь, новая песнь, радость и мир, слава и честь, в этом мое счастье есть. Мой Бог, сила моя, новая жизнь моя, новая песнь моя, радость и мир, слава и честь. Продолжение рассказа вы услышите в следующий раз, ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать от вас писем. Пишите нам по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Программы Трансмирового радио вы можете слушать и в интернете на сайте TWR-FM и на ютубе ТВР Беларусь. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений. Вы слухаете Трансусветное радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі».
Мир вам, паважаныя слухачы. Разам з вами у эфіры Сяргей Брышцель. Тэма нашай сённяшняй гутаркі «Няхай моляцца». Іншы раз лаўлю сябе на думцы. Я недаацэньваю важнасць і сілу малітвы. А наогул, ці патрэбна малітва сучаснаму маладому чалавеку? Бабулям і дзядулям так, а нам? Мы і так даволі паспяхова рухаемся наперад. Нам ёсць дзе і ў чым развівацца. Сёння гэтулькі магчымасцяў. Ці варта марнаваць час і сілы на малітву? Чалавек, які перажыў жывыя адносіны з Богам, ніколі не скажа такіх слоў і не задасць такіх пытанняў. Малітва патрэбна нам. Яна самае важнае, на чым трымаецца і ўмацоўваецца хрысціянства. Аднак, нягледзячы на тое, што малітва здаецца простай справай, яна патрабуе вялікіх намаганняў. Пётр Дайнека пісаў: «Многа малітвы, многа сілы, мала малітвы, мала сілы». Самае важнае часам самае складанае. Вось пра гэта важнае і неабходнае мы і пагаворым сёння. А дапаможа нам з разважаннямі апостал Якаў, 5 раздзел яго паслання, вершы з 14 па 16. Паслухайце. «Ці занядужаў хто з вас? Няхай пакліча прасвітараў царквы і няхай памоляцца над ім, памазаўшы яго алеем у імя Гасподняе. І малітва веры ацаленне дасць хвораму. І падыме яго Гасподзь. І калі ён учыніў грахі, даруецца яму. Прызнавайцеся адзін аднаму ў правінах і маліцеся адзін за аднаго, каб ачуняць. На многае здольная шчырая малітва праведніка». Гэтыя вершы скарбонка мудрасці. Яны вяртаюць нас да тэмы малітвы. Малітва – лепшая рэакцыя на любыя акалічнасці. Відавочна, што малітва – гэта актыўнае спадзяванне на Бога. Малітва дапамагае ў выпрабаваннях, а не пазбаўляе ад іх. Малітва павінна ўмацаваць чалавека духоўна. Маладая хрысціянская царква – гэта ацаляючая царква. Яна пераймала гэту асаблівасць ад юдаізму. Хворы юдэй часцей за ўсё ішоў не да доктара, а да рабіна. Той памазваў яго маслам і маліўся. Гэтыя сродкі старажытна-грэцкі лекар Гален назваў лепшымі з усіх лекаў. Малітва за хворых – абавязак не толькі кіраўнікоў цэркваў, але і іх памочнікаў, дыяканаў. У лістах Клімента Александрыйскага пералічаны абавязкі дыякана і сярод іншага правіла. «Ды ходзяць дыяканы мякка і будуць вачыма біскупу. Няхай адшукваюць хворых целам і прыносяць звесткі пра іх у галоўную раду, каб іх маглі наведваць і задавальняць іх патрэбы». Дарэчы, хрысціяне разумелі, што клопат пра хворых – адказнасць кожнага хрысціяніна. Напрыклад, у Клімента біскупа рымскага ёсць такая малітва: «Господі, вылечы хворых, дапамажы слабым, падбадзёр маладушных». У адным старажытным царкоўным кодексе запісана, што ў кожнай абшчыне павінна быць мінімум адна ўдава, якая клапоціцца пра хворых жанчын. Нядаўні выпадак. Падчас масавых мерапрыемстваў у Менску быў затрыманы малады чалавек. Сілавікі яго моцна збілі. Да вернікаў прыйшоў яго бацька з мокрымі вачыма. З атрыманых траўмаў стаяла пытанне пра ампутацыю нагі. Царква памалілася, нага засталася. Апосталы Хрыста былі юдэямі. Юдэі казалі, што чалавек, які моліцца, узводзіць сцену мацней за жалезную. Яны прамаўлялі такія словы: «Пакаяннем можна дамагчыся чаго-небудзь, малітвай можна зрабіць усё». Юдэі верылі, што ў малітве яны знаходзяць сілу Божую. Малітва быццам канал, праз які сіла і літасць Божыя дапамагаюць ім перамагчы цяжкасці і жыццёвыя праблемы. Бог, дзякуючы малітве, даў нам вялікія магчымасці. Ці разумеем мы гэта? Адзін кітайскі мудрэц, які жыў у VI веку да Раства Хрыстова, казаў: «Вялікая дасканаласць падобна на недасканаласць. Вялікая поўнасць
падобная на пустэчу, вялікая прамата, падобная на крывізну, вялікі розум, падобны на глупства. Шмат людзей недаацэньваюць сапраўдныя каштоўнасці, веру, малітву, пісанне. Яны самі сябе пазбаўляюць дабраславенняў. Спадзяюся, што мы не з такіх. Да таго ж і Якаў заклікае нас не быць такімі, таму мы з вамі звяртаем увагу на прачытаны тэкст. Пачынаецца ўсё з хваробы. Бальнічны, аналізы, аптэка, цішыня ў хаце, бурчанне. Канешне, веруючы чалавек павінен хварэць і лячыцца інакш. Слова, якое выкарыстоўвае Якаў, азначае не толькі хварэць, але і слабець. Размова як пра хваробу цела, так і слабасць духу, няцвёрдасць веры. Возьмем няверуючага чалавека. У яго ад усяго таблетка. Лечыць ці супакойвае. У веруючага чалавека нават таблетка ідзе ў камплекце з малітвай. Справа ў тым, што ў гэтым тэксце Якаў сапраўды кажа пра лекі. Гэта аліўкавае масла. Яно ўжывалася ў медыцынскіх мэтах. Прыгадайце гісторыю пра добрага самараніна. Дабравесце паводле Лукі. Ён апрацаваў раны зраненага маслам і віном. Але не апошняе месца Якаў адводзіць малітве. Насупраць, у прачытаных вершах ён толькі пра яе і кажа. Размаўляў з адной жанчынай. Яна прызналася, што яе вельмі турбуе сітуацыя ў нашай краіне. Ёй задалі пытанне: «А вы моліцеся?» Яна прызналася, што не. Я думаю, як жа супакоіцца? Як знайсці змены? Мне дапамагае малітва. Якаву здаецца таксама. З гэтым злучаны яго парады. Агучым першую. Так, малітва дапамогі. Ці занядужаў хто з вас? Няхай пакліча прэсвітара ў царквы і няхай памоляцца над ім, памазаўшы яго алеем у імя Гасподняе. Размова пра жаданне верніка запрасіць аўтарытэтных пастараў на малітву. Асабіста для мяне гэта вельмі важны заклік. А чаму пастараў? Таму што кіраўнікі царквы лепш за іншых ведаюць сітуацыю, ці могуць разабрацца ў ёй. І пазіцыя пастараў у гэтым пытанні павінна быць правільнай. Яны не могуць маліцца так, як жадае чалавек, таму што бачаць і ацэньваюць фізічныя і духоўныя акалічнасці. Малітва дапамогі – гэта заўсёды малітва па волі Божай і пра волю Божую. Другое. Малітва веры. 15 верш. «І малітва веры ацаленне дасць хвораму, і падыме яго Гасподзь, і калі ён учыніў грахі, даруецца яму». Каму патрэбна вера? Усім. Пастарам, хворым. Вера – пачатак цуду. Вера сама па сабе цуд, нават калі фізычны цуд не здарыцца. Цікава, што пераменамі займаецца Бог. Не алей, не кіраўнікі царквы. Бог – першая і сапраўдная прычына зменаў. Ён вылечвае, Ён аднаўляе, Ён прабачае. Малітва падчас фізычных хвароб і ўнутраных праблем – лепшы сродак ператварэння. Без веры дагадзіць Богу немагчыма, чытаем мы ў Новым Запавеце. Дзе ж узяць веру? Чым больш слова, тым больш веры. Трэцяе. Малітва стараннасці. Прызнавайцеся адзін аднаму ў правінах і маліцеся адзін за аднаго, каб ачуняць. На многае здольная шчырая малітва праведніка. Зазірніце ў сваю медыцынскую карту. Хваробы – рэальнасць. Мяне ў дзяцінстве хвалявала, што мая картка была значна таўсцей, чым у іншых. Хварэў часта. Якаў прызнае рэальнасць хваробаў. Але яго непакояць і іншыя хваробы, і іншае вылячэнне. Правіны, злачынства, грэх. Якаў раіць запрашаць пастараў на гутарку. Яны могуць дапамагчы ўбачыць корань праблемы, выклікаць на шчырую размову і памаліцца пра духоўнае вылячэнне. Шмат можа узмоцненая малітва праведнага. Гэта надзея для таго, хто зграшыў, і добрая мэта для пераменаў жыцця. Ісус Христос быў руплівым у малітве. Я неяк падумаў, што, магчыма, яго ранішняя малітва
была пра няшчасных, каго ён павінен сустрэць у гэтым дне. Магчыма, яго малітвы умацоўвалі крокі, якія жадаў бачыць Бог. Марка, 2 раздзел. Ісус ішоў спаць позна, таму што служыў, і ўставаў рана, таму што жадаў маліцца. Яго адносіны з бацькам – прыклад для пераймання. Сябры, маліцеся больш і часцей. Маліцеся за сябе і іншых. І няхай нашы адносіны з Богам ператвараюцца ў малітвы дапамогі, малітвы веры і малітвы стараннасці. Если пришла беда, кто нам, скажите, поможет? Но через все года видел я руку Божью, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь, любя, руки к тебе протянет. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь, любя, руки к тебе протянет. Вылей всю душу Ему в горести и страданиях, даже кромешную тьму Он превратит в сияние. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь, любя, руки к тебе протянет. Стань на колени, друг, если скорбей так много, и ты познаешь суть счастья в общении с Богом. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь, любя, руки к тебе протянет. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь, любя, руки к тебе протянет. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, мир вам. Шалом, дорогие радиослушатели. Шалом, Михаил. Привет, Дима. Мира тебе тоже. Шалом вам, дорогие радиослушатели. О чем мы будем говорить сегодня? Об именах? Ты правильно угадал, Дима. Наверное, ты подсматривал. Сегодня мы поговорим о 4 интересных буквах. Заинтригованы? Мы поговорим о таком имени Бога, которое состоит из 4 букв. Юд, Хей, Вав, Гей. Также известно как тетраграмматон. Ну ты загнул, скажете вы. Это имя также известно как 4-буквенное имя Всевышнего. Это самое интересное, самое часто употребимое, более 7000 раз в Танахе. И в то же время оно относительно противоречивое. Вернее, будет сказать, противоречиво его правильное произношение. Оно вызывает множество споров и разногласий, которые длятся уже очень давно. И, к сожалению, к великому сожалению, этот вопрос является предметом даже разделений. И как только его не пытаются произнести, но у нас есть 2 основных варианта. Это и Иегова, и Яхве. Есть ученые-библеисты и лингвисты, которые выдвигают весьма толковые гипотезы за один вариант, но также и другие не отстают и выдвигают свои весьма разумные доводы. Хотя почти наверняка ни один из вариантов не является доподлинно правильным, ибо ввиду того, что это сокровенное имя произносилось лишь единожды в году во время праздника Йом-Кипур в Святое Святых, как бы то ни было, большинство все же сходится на варианте Яхве. В прошлый раз мы упомянули, что такое имя существует, как Эге Ашер Эге, или «Я буду, каким я буду», «Я есть сущий», или «Я есть тот, кто я есть». То есть однокоренное слово здесь «хая» – «быть». «Эге» – это значит «я буду». Интересно, что в древнееврейском не было времен глаголов в нашем понимании, а были лишь совершенные и несовершенные формы глаголов. И вот, принимая этого внимания, мы смотрим на слова, сказанные Моисею, что он, то есть Бог, будет таким, каким будет. Это имя является как бы объединением прошлого, настоящего и будущих времен в одном слове. Слово «эрье» – это первое лицо, несовершенный вид глагола «есть». А если мы поставим букву «юд», то получим Яхве, то есть третье лицо, Он будет. Он будет, Он есть и Он был. Отсюда мы видим, что Всевышний открыл Моисею, что его святое имя связано с тем, что он существует и собирается делать то, что хочет делать. Это основная тема книги Исход, книги Шмот. Бог открывает свою волю и говорит, что он будет делать. И он будет делать то, что считает нужным. И Бог являет свою волю в Египте и для египтян, и для детей Израиля. Он говорит Моисею, что открывает ему больше, чем патриархам. Мы читаем Исход 6 глава. «Я Господь, Яхве, явился я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай, а с именем моим Господь или Яхве не открылся им. И его имя «Я есмь», или «Я буду», или «Я есть тот, кто я есть». В этом имени сокрыто все величие, вся слава, все могущество, вся святость и вся величина, вся любовь, все, кем является наш Всевышний Господь.
Замечу, что в русском мы не часто употребляем «я есмь», но в английском довольно часто Бога называют «I am», «я есть». Миша, я вот слышал, что этому имени некоторые придают особое мессианское значение. Ты можешь что-нибудь сказать об этом? Я слышал такое значение, и интересна вот эта побуквенная интерпретация тетраграмматона. В иврите каждая буква имеет свое значение. Например, буква алеф – это бык, и она даже по написанию чем-то похожа на быка. Так вот, юд – это кисть руки, еврейское слово яд. Вав – это крючок или гвоздь. А гей, как в слове ене, вот смотри. И, кстати, этой буквой на письме часто могут сокращать даже тетраграмматон. И для мессианских евреев это имя является некоторой аллюзией на страдания нашего Машиаха, на его смерть. В своем имени Всевышний как бы говорит о своих планах на путь искупления. Как к этому относиться, вам решать самим, но, по-моему, это очень интересная мысль. Но тут же стоит упомянуть еще два не менее интересных имени. Хашем. Большинство религиозных евреев произносят этот тетраграмматон ЕХВХ как Хашем. Услышав добрые вести, многие евреи произнесут «Барух Хашем», что значит «благословенно его имя» или «слава Богу». Но это не имя Всевышнего как таковое, а замена за неимением или права его правильно произносить, или знания правильного произношения. Дальше. Имя Адунай. Господь или господин, или хозяин. Это еще одно слово, которое используется вместо четырехбуквенного имени. Зачастую, читая текст на иврите, четырехбуквенное имя прочитывают как Адунай. Большинство переводов перенимают эту традицию, переводя тетраграмматон как «Господь». Традиция такого прочтения существовала очень-очень давно, как минимум уже Септуагинта, то есть греческий перевод еврейских писаний, это 2 век до нашей эры, последовательно следует этой традиции и переводит ЕХВХ как «Кюриос», «Господин». Необходимо отметить, что прочтение четырехбуквенного имени как Иегова связано с этим именем. В семитских языках, как многим известно, нет гласных букв, все записываются гласными. В какой-то момент все же решили записывать гласные при помощи особых символов, которые писались над, сбоку, под или внутри букв, огласовки или никудим. И вот следуя традиции произносить тетраграмматон как Адонай, они просто стали записывать это имя с огласовками от слова Адонай, что потом дало слово Иегова. Хотя, как мы уже упоминали выше, есть множество не менее авторитетных источников, которые будут утверждать обратное, но, как мне кажется, суть полемики должна быть не в этом. Не в том, как же правильно читать эти 4 буквы, но в том, как мы относимся к носителю этого имени. Превозносим мы само имя, принимая его за какую-то магическую форму, или уповаем на милость Творца, неба и земли. Вы слушали еврейскую программу «Ларееха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч. עלמך ברכתך, קומה
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра беларускае Палессе. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Калі ўпершыню з'явіўся тэрмін беларускае Палессе? Менавіта ў такім выглядзе тэрмін беларускае Палессе ён з'явіўся ў працы Адама Ганорыя Кіркора, якой ён апісваў гісторыю Беларусі. Гэта быў 9 том жывапіснай Расіі, так званай, вось гэта літоўскае беларускае Палессе. Вось ён яго ўжываў і, ў прынцыпе, гэты тэрмін ён так прыжыўся і ўвайшоў у навуку і шырэй у шырокі грамадскі ўжытак. Як апісвалі яго навукоўцы-этнографы? Беларускае Палессе, яно, па-першае, што было абазначана, дзе яно знаходзіцца. Ну, сённяшняя гэта Гомельшчына і Берасцейшчына. А з іншага боку, на той момант гэта была Магілёўская губерня, Менская губерня і Гарадзенская губерня. Ну, это ўсё часткова, не цалкам. У часы Расійскай імперіі такі навуковец, як Александр Серж-Путоўскі, ён зрабіў некалькі экспедыцыяў у Палессе, і ён казаў, што ёсць падзел на шляхецкія вёскі і сялянскія вёскі. Напрыклад, ён апісваў вось на Палессе, як выглядалі сялянскія вёскі. Ён кажа, калі перад хатай гаспадара знаходзіцца градка з агуркамі ці з нейкай іншай гароднінай, то гэта сяляне. А калі перад ганкам знаходзіцца клумба з кветкамі, то гэта шляхта. Але па-іншаму адрозніць фактычна немагчыма. Яшчэ ён пісаў таксама, што сяляне і шляхта звычайна паміж сабой не жэняцца. Што калі вёска сялянская, то яны там унутры і жэняцца, выходзяць замуж паміж сабой. І шляхта гэтаксама. Тое, што падкрэсліваў Серж-Путоўскі, гэта мова. Ён кажа, што мы лічым, што беларуская мова, яна толькі дзесьці там у цэнтральнай Беларусі, але нічога падобнага. На Палессе таксама шматлікія рысы беларускай мовы. Хоць з ім спрачаўся карскі акадэмік, які казаў, што значная частка беларускіх палескіх гаворак яна адносіцца да украінскіх гаворак. Тое, што сёння лічыцца беларускімі гаворкамі. І нават тут узнікла вось такая мовазнаўчая спрэчка. Але ў прынцыпе для экспедыцыі ў Палессе гэта быў вельмі такі спрыяльны час, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Шмат хто ездзіў, шмат хто апісваў. Раскажыце пра заходнюю і ўсходнюю часткі беларускага Палесся. Сапраўды, вось такая тэрміналогія, яна хіба што найбольш умацавалася ў міжваенны час. Калі Беларусь была падзелена на дзве часткі паміж на Польшчы і Савецкай Расіі, і тады ўзнікла вось палескае ваяводства ў Польшчы з цэнтрам у Берасці, і вось гэта было заходняе Палессе, Мазырскае Палессе, там дзе Мазырская акруга была ў БССР. І далей ужо Гомель ён увайшоў у склад БССР толькі ў самым канцы 1926 года. Да гэта часу ён быў у РСФСР, таму быў у складзе Расіі. Таму вось гэта, скажем так, палескае ваяводства і Мазырскае Палессе, яны былі ў розных дзяржаўных утварэннях, і значыць, утварылася такі тэрмін заходняе Палессе і ўсходняе Палессе. Розніца паміж імі, безумоўна, ёсць. Ёсць у чым, калі мы пабачым на тую сітуацыю, напрыклад, з пратэстанцкімі евангельскімі цэрквамі, то тут мы можам адназначна сказаць, што на захадзе, на заходнім Палессе іх значна больш. Таму што, проста ў 20-30-е гады на ўсходнім Палессе праводзілася такая атэістычная праца. З іншага боку, калі казаць пра з'яўленне сучасных баптысцкіх цэркваў, то яны з'явіліся ва ўсходнім Палессе, яны з'явіліся на Гомельшчыне і пачалі настолькі моцна развівацца, што нават у Расійскай імперіі адмысловы закон прымалі ў 1894 годзе, каб спыніць развіццё баптызму і штундызму менавіта на ўсходнім беларускім Палессе. Таму ёсць і розніца, ёсць і супольная. Галоўныя палескія славутасці. На беларускім Палессе размешчана шмат нашых цудоўных гарадоў. Калі пачнем з захаду на ўсход, то Берасце. Берасце, безумоўна, вядома сваім помнікам Бібліі, напрыклад, адзіным у Беларусі. Будзем ісці далей, мы пабачым Пінск. Гэта цэнтр такі і пратэстанцкі, і каталіцкі адначасова. Каталіцкая семінарія Пінска. Калі казаць пра духоўную культуру. Давыд-гарадок, вось знакаміты. Калі казаць таксама пра вёскі, то тут вёска Альшаны. Агурковая сталіца Беларусі. Кажуць, найбольшая колькасць такіх прадпрымальнікаў і найбольшая пратэстанцкая царква ў Беларусі.
Беларусі 8 тысяч насельніцтва і вялікая частка з іх гэта пратэстанты. Можам казаць пра тураў як такі сімвал беларускай хрысціянскай культуры яшчэ з часоў старажытнасці. Ну і сам Гомель, безумоўна, мы вось пра яго казалі, самы ўсходні цэнтр. Ну і таксама Ветка, стараверы, таксама на беларускім Палессі. Таму ну ёсць што паглядзець. Беларускае Палессе ў літаратуры. Мяне асабліва моцна натхняе на ростанях Якуба Коласа. Першая частка на ростанях называецца «У палескай глушы». І вось прыязджае туды малады настаўнік Лабановіч, это сам Якуб Колас, яго аўтабіяграфічна, і ён знаёміцца вось з гэтымі людзьмі, ён апісвае гэтых людзей. Пры тым, што там ён кажа, ёсць і шляхта, вось гэта, і ёсць людзі, якія называюць сябе палешукі, ёсць якія называюць сябе ліцвіны. Ён апісвае звычкі гэтых людзей, ён паказвае, што ну, моцныя і слабыя бакі, але піша як пра самабытную культуру. І другі момант, гэта заходняе Палессе, калі казаць, а ўсходняе Палессе апісвае Іван Мелеш. Напісаў вось палескую хроніку. Васіль Дзятлік, Ганна Чарнушка, ось калектывізацыя на Палессі, вось усе гэтыя пературбацыі 20-30-х гадоў, драматызм беларускай Палессе. Трывала ўвайшло ў нашу літаратуру і проста ну, трэба знаёміцца з гэтымі творамі. Андрусь, чым асабіста вас прыцягвае беларускае Палессе? Ведаеце, недавно быў на Палессі, асабіста вельмі падабаецца вёска Альшаны. Чым яна падабаецца? Тым, што жыхары Альшанаў, яны вельмі працавітыя, яны маюць поспех з аднаго боку, а з іншага боку яны людзі не ганарыстыя, яны там не кажуць, што вот мы там дасягнулі нейкіх поспехаў таму і таму. Яны кажуць, ну просто Бог дабраславіў. Таму што, ну калі казаць пра пачатак 20 стагоддзя, то Палессе гэта быў рэгіён, які співаўся цалкам. У Столінскай воласці 35 тысяч бутэлек выпівалі за год. Гэта ну на мяжы афіцыйна, на мяжы вымірання. А зараз гэта ну, найбольш такі дэмаграфічна развіты рэгіён, дзе пастаянна ўзрастае сельскае насельніцтва. Ну, для мяне гэта вялікае сведчанне сапраўды Божага дабраславення. І мне падабаецца тое, што там ну, людзі моцна трымаюцца ў сваіх традыцый і, самае галоўнае, хрысціянскіх каштоўнасцяў. Палессе – гэта гісторыка-геаграфічная і этнаграфічная вобласць у басейне ракі Прыпяць. Палешукі – карэнныя жыхары Палесся. Яны ўпершыню ўзгадваюцца ў 1613 годзе на картах ВКЛ. Найбольш выразна палескія традыцыі выявіліся ў кераміцы. Сёння гэта своеасаблівая прыродная, моўная і культурная мясцовасць. Зараз выпрацоўваецца нейкі брэнд Палесся як месца з пазнакай якасці. Каб зразумець характар гэтага рэгіёну, па прасторах Палесся трэба вандраваць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч! Трансмировое радио.
Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Приветствуем, друзья! Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Эти слова известны многим. Разные люди стараются приспособить их под свои убеждения. Чем же они так привлекательны? Тем, что Христос обещает свободу. Но что же имел в виду Господь, когда говорил о свободе? Давайте послушаем вместе. Сегодня перед нами один из самых прекрасных текстов в Евангелии от Иоанна. 8 глава, с 30 по 36 стихи. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы, семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» И Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». На юге Польши, в километрах 60 от города Кракова, на реке Висла, находится небольшой городок под названием Освенцим. В сентябре 1939 года Польша была разделена между Германией и Советским Союзом. Освенцим достался Германии. Немцы назвали его Аушвиц. В дальнейшем здесь был построен концентрационный лагерь, который стал местом самого массового убийства за всю историю человечества. Над входом в лагерь Аушвиц-1, это был комплекс лагерей, так вот, над входом в главный лагерь висел лозунг «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Он и сейчас там висит, поражая посетителей своей циничностью и бессовестностью. Слова Христа о том, что истина делает человека свободным, многие брали и берут на вооружение. Психологи используют их и говорят, что если человек познает себя, узнает истину о себе, то освободится от многих комплексов и от давления общества. Философы используют их и говорят, что если мы примем их философскую истинную, так сказать, картину мира, то у нас откроются глаза на природу вещей, и мы освободимся от ложных идеологий и парадигм. Слова Христа привлекательны, поэтому неудивительно, что многие хотят извлечь из них пользу для себя. Господь говорил о свободе. А свобода всегда была одним из самых заветных желаний человека. Моше Даян, министр обороны, а затем министр иностранных дел Израиля, говорил: «Свобода – это кислород души». Похожую мысль высказал Хаяо Миядзаки, известный японский режиссер-аниматор. Обретение свободы – самая большая радость, доступная человеку. И если нас когда-нибудь лишали свободы в прямом физическом смысле, то мы знаем, насколько тяжело в заточении и как сладка вновь. Желание свободы является одной из главных причин массовых протестов в самых разных странах.
К сожалению, вместо большей свободы протестующие часто лишают. Стремление к свободе стало причиной страшных событий в Украине. Сначала это была оранжевая революция, потом Майдан, а затем весь тот ужас, который длится там уже больше 2 лет, отнявший жизнь у сотен тысяч людей и обрекший миллионы на бедствия и страдания. Спросите украинцев, за что они воюют, и они ответят: за свободу. Люди любят свободу, хотят быть свободными, поэтому обманщики часто использовали свободу как приманку. Апостол Петр писал о лжеучителях: они прельщают неутвержденные души, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Но при этом, что такое свобода, многие даже не могут сказать. А те, кто может, часто говорят противоречивые или сложные для понимания вещи. Вот несколько цитат. «Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная, всякая другая свобода». Догадайтесь, кто это говорил? Иосиф Виссарионович Сталин в беседе с председателем американского газетного объединения Scripps Gower Newspapers. Или вот еще цитата. «Свобода – это право говорить людям то, что они не хотят слышать». Джордж Оруэлл, английский писатель, критик тоталитаризма. Еще одна цитата. «Свобода – это независимость мысли». Эпиктет – древнегреческий философ. Или еще. «Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента». Цитата Майка Тайсона. И последнее. Что такое свобода? Нет такого понятия, как абсолютная свобода. По-моему, это правильно, хотя цитата принадлежит Бенито Муссолини, диктатору или дуче Италии. В разговоре с иудеями Христос зацепил больную струнку. Он сказал важные слова. «Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Самое важное находится в начале, про пребывание в Слове, про познание истины. Но иудеи, слушавшие Иисуса, пропустили это мимо ушей, потому что их привлекла и возбудила последняя фраза «сделает вас свободными». На нее они среагировали, как бык на красную тряпку. «Мы – семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» – возмутились они. Ну да, не были рабами ни в Египте, ни в Вавилоне, ни у персов, ни у греков, ни у сирийцев, ни у римлян. Большая часть истории Израиля – это история рабства. Но иудеи были ярыми националистами, и, как многие националисты, выдавали желаемое за действительное. Национальная свобода была их фетишем. Они ее ценили выше всего. И Мессию они ожидали прежде всего, чтобы он сделал их независимыми, дал полную политическую свободу их стране. Как может избранный народ быть в рабстве? Это немыслимо. Именно вопрос свободы, согласно Иоанну, стал одной из главных причин убийства Иисуса. Мы помним то совещание в Синедрионе, когда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Иоанн добавляет: «С этого дня решили убить его». И вот Христос пришел и заговорил с ними на их любимую тему свободы. Он сказал, что бывает свобода ложная, иллюзорная, мнимая, а есть свобода истинная, настоящая. Человек может быть свободен физически, у него может быть много денег и собственности, он может быть чист перед законом и ни от кого не зависеть,
Человек может быть свободен политически, жить в свободной стране, не принадлежать ни к какой партии, не испытывать никакого идеологического давления. Человек может иметь свободу слова, свободу совести, свободу передвижений, свободу собраний, свободу творчества. И все это, согласимся, хорошее явление. Хорошо, если они у нас есть. Будем объективными, что в некоторых странах их больше, в других меньше. И тем не менее, к настоящей, говоря словами Христа, истинной свободе, все эти свободы отношения не имеют. Они привлекательны, благоприятны с точки зрения земной, но для духовной жизни они бесполезны и, могу допустить, даже вредны, потому что создают иллюзию свободы, и человек успокаивается. Он думает, что свободен, как думали иудеи, что они не были рабами никому никогда, и не видит своего настоящего рабства. Согласно Робеспьеру, французскому революционеру, это худшая форма рабства, когда раб не чувствует себя рабом, не сознает, что он в рабстве. Какое же рабство, согласно Иисусу Христу, является самым худшим и самым страшным? Самое худшее рабство – это рабство у греха. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, сказал Иисус. В 20 веке, когда появились и развелись тоталитарные режимы, скажем, сталинский режим в СССР, гитлеровский, нацистский режим в Германии, фашистский режим в Италии, тогда многие в страхе задумались, какое будущее ждет этот мир. Два одаренных писателя, Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл, написали два известных романа антиутопии «О дивный новый мир» и 1984. Романы сильно отличаются друг от друга, в них представлены совершенно разные картины будущего. Но у этих картин есть одна общая черта. И Хаксли, и Оруэлл показали мир, в котором нет свободы. Я прочитал оба эти романа и должен сказать, они производят страшное, гнетущее впечатление. Это не то прекрасное далеко, о котором мы мечтали в детстве. Это ужасные режимы, в которых у людей есть все – пища, одежда, работа, отдых, развлечения, но нет свободы. И от этого мир будущего кажется кошмаром наяву. Но Христос изобразил картину более ужасную, чем Хаксли и Оруэлл. Он представил мир тотального, повального рабства. В этом мире каждый житель является рабом, находящимся в полном владении у жестокого, безжалостного рабовладельца. У этого хозяина нет ни малейшего чувства сострадания. Он медленно, а порой быстро убивает своих рабов. И в этом его единственная цель. Он мучает их разнообразнейшими и ухищреннейшими способами. Он стравливает их друг с другом, заставляет вредить самим себе. Он обладает безраздельной властью над каждым человеком и без зазрения совести этой властью пользуется. И эта картина, в отличие от Оруэлловской, реальна. И это не будущее, это настоящее. И те, кто протестует, борясь за свободу, и те, кто подавляет протесты, и те, кого бросают в тюрьмы, и те, кто бросает, все находятся в одном и том же рабстве, все служат греху, все творят дела тьмы. Революционеры, в которых кипит разум возмущенный и вздымается ярость благородная, ничем не лучше эксплуататоров и тиранов, с которыми сражаются. Но своих грехов они не замечают или оправдывают, видят сучки в чужих глазах, но не видят бревен в собственных. И те, кто сегодня проливает кровь за свою свободу, являются такими же рабами греха, как и пришедшие на их землю враги. И те, и другие находятся в порабощении у похоти и удовольствий. И те, и другие предают свои члены в рабы нечистоте и беззаконию. Да, в каком-то конкретном конфликте одни могут быть правыми, другие неправыми. Одни могут быть агрессорами, другие жертвами. У одних в стране может быть больше демократии, у других авторитаризма.
но это сущие мелочи в сравнении с тем игом, которое возложил на обе стороны грех. Однако люди этого не видят, потому что не знают истины. Они родились с этим ярмом, носят его всю жизнь, привыкли к нему и не представляют, что можно жить без него. Джон Райл пишет: в этом стихе наш Господь объясняет иудеям, что Он подразумевает под словом «свобода». Он обещает всем верующим в Него освободить их от греха и от Его власти. «Если я, — говорит Он, — Сын человеческий, сниму с вас бремя греха, тогда вы станете по-настоящему свободны». Будем помнить, что в глазах Бога свобода, дарованная Христом, является самой важной. Политическая, гражданская свобода важны для общества, но они не идут ни в какое сравнение с истинной свободой. По-настоящему свободен лишь тот, кто свободен от греха, и только Господь Иисус обладает властью освобождать пленников греха. Чем же плохо рабство у греха? Кроме того, что это рабство лишает человека свободы, оно также имеет ряд отрицательных последствий. Грех часто калечит тело. Вредные привычки разрушают здоровье. Всем нам знакомы последствия пьянства, курения, переедания. Насилие и жестокость причиняют вред другим, а самому насильнику грозит тюрьмой или ответным насилием. Грех всегда вреден и для души. Супружеские измены разрушают семьи, потакание своим похотям разрушает характер, грех влечет за собой депрессию, психические расстройства. Но Христос указывает на одно особенное последствие греха. Он говорит: раб не пребывает в доме вечно. Раб не имеет прав, в том числе на жилище, в котором находится. Его в любой момент могут выселить, перевести в другое место или вовсе продать. Так и вы, говорит Христос, вы рабы, и поэтому вы здесь не навсегда. Что он имел в виду под домом? Может быть, землю Израилеву, из которой вскоре изгонят иудеев? Может быть, наши тела? Этот мир? В любом случае, он говорит, что однажды мы отсюда уйдем. Грех сделал нас не только рабами, но и смертными. Как раб не может вечно находиться в доме, так человек не может жить вечно на этой земле. Смерть – вот самое плохое, что дает человеку рабство у греха. Но, говорит Христос, Сын пребывает вечно. Кого он имеет в виду? В первую очередь себя. Он вечный Божий Сын. Этот мир принадлежит Ему, и Он пребывает вечно. Итак, подводит он итог, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Он хозяин этого мира. Он всевластный Господь, и Он может освободить нас от самого страшного рабства, рабства у греха, а также от его последствий – смерти. Рабство у греха чем-то похоже на положение несчастных узников Освенцима. Грех также медленно и методично убивает своих рабов. А они находятся в плену у великого обмана. Они думают, что труд сделает их свободными, что с помощью добрых дел они избавятся от грехов. Arbeit macht frei – величайший обман, который распространяет дьявол и в который верят миллионы грешников. Нет, освободить может только Христос. Как же Он освобождает нас от греха? Полное и окончательное освобождение произойдет в будущем, когда мы избавимся от этих тел и получим новые, воскресшие. Но уже здесь, в этой жизни, мы можем обрести желанную истинную свободу, ощутить ее прекрасный вкус. Как же ее обрести? Господь отвечает: «Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он освобождает нас с помощью истины. Истина содержится в Его Слове, в Его учении. Кто последует за Ним, тот не будет ходить во тьме. Но каким образом светит Христос? Он светит через Свое Слово, то есть через свое учение. Здесь как нигде верна поговорка: «Учение – свет,
не учение тьма. Но не всякое учение свет, не всякое образование является просвещением. Учение Христа – вот настоящий свет. Оно освобождает нас. Идея о том, что Божье Слово просвещает человека, была еще в Ветхом Завете. «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей» – Псалом 118. Или книга Притч «Заповедь есть светильник и наставление свет». А с другой стороны, грех в Библии часто связывается с темнотой. «Путь беззаконных, как тьма», – пишет автор книги Притч. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы», – убеждает апостол Павел. «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Божья истина побеждает грех, как свет побеждает тьму. Но как же истина может освободить нас от греха? Это, пожалуй, самый важный вопрос. Грех – это большая и страшная сила, действующая в нашей падшей природе. Ему трудно сопротивляться, с ним сложно бороться, его невозможно победить. И тут вдруг нас освобождает истина, и все. То есть нам просто нужно что-то узнать, и мы свободны? Ответ и да, и нет. Да, нам действительно нужно что-то узнать. И нет, не все так просто. Во-первых, истина показывает нам сущность греха, его безобразность, его отвратительность, его ужасные последствия. Большая часть проблемы заключается в том, что грех кажется нам в массовой культуре, то есть в кино, музыке, литературе, то, что Библия называет пьянство, блуд, чревоугодие, представляется не просто приемлемым, а заманчивым. На самом деле это крайне отвратительные и вредные вещи, но нам показывают красивых людей, которые все это делают и выглядят счастливыми. Но дело здесь не только в популярной культуре. У нас самих взгляд искажен грехопадением. Нам самим грех кажется безопасным, дающим удовлетворение. Как Ева, посмотрев на запретное дерево, увидела, что оно хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, так мы, глядя на грех, видим что-то подобное. А истина показывает нам реальную сущность греха, срывает с него маску привлекательности, и мы видим его настоящую сущность, безобразную, отталкивающую, смертоносную. Благодаря истине грех теряет свою привлекательность. Как еще истина освобождает нас? Она дает нам силу. Известный киногерой говорил «сила в правде. Кто прав, тот и сильнее». И в некотором смысле это действительно так. Если мы понимаем, что мы на стороне света, на стороне добра, то это вдохновляет и укрепляет. Военные говорят, что значительная часть успеха в бою зависит от мотивации. Если мы знаем, что наше дело правое, то враг с намного большей вероятностью будет разбит. И в-третьих, пожалуй, это самое важное, истина подключает Божью. Мы, конечно, понимаем, что грех слишком силен. Простым разоблачением греха или мотивацией мы не победим. На стороне греха явный и большой перевес. Нам нужна сверхъестественная помощь Бога, и она нам действительно дается. Бог послал нам Святого Духа, который дает животворящую силу для святой жизни. Но вот что важно. Святой Дух не действует сам по себе. Он действует через Слово. Чтобы получить Божью силу, нам нужно исполняться Духом. А как исполняться Духом? Через учение Христа. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, убеждает апостол. Научайте и вразумляйте друг друга. Что делать, чтобы освободиться? В учении Христа нужно пребывать. Если перестать, оно начинает выветриваться. Это хорошо понимали советские идеологи. В школах регулярно проводились уроки политинформации. На любом производстве обязательно была какая-нибудь партийная ячейка. В христианском мире известна поговорка «дьявол – самая искусная обезьяна Бога». И это действительно так.
Его последователи, в отличие от многих христиан, понимают, как важно постоянно подпитывать людей ложью. А мы, к сожалению, не понимаем, как важно пребывать в Слове Христа и утверждаться в истине. Поэтому, дорогие друзья, читайте Писание каждый день, особенно Новый Завет. Изучайте Писание, углубляйтесь в него, размышляйте, делайте записи, задавайте вопросы, ищите ответы. Чем лучшими учениками в школе Христа вы будете, тем больше света будет в вашей жизни, тем больше свободы будет в вашей душе, и тем меньше будет проявляться власть греха в вашей плоти. Древний псалмопевец выразил это в одном коротком предложении. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». И небольшой пример в заключение. Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку в 1879 году. 22 года спустя, в 1901 году, один из новомодных гаджетов был повешен и включен в пожарном депо города Ливермор, штат Калифорния. Эта лампочка горит до сих пор. За 123 года старую лампочку почти никогда не выключали. Кстати, в депо установили веб-камеру, и теперь в интернет идет прямая трансляция этой лампочки. По сегодняшним меркам она уже должна была перегореть 852 раза. Лампочка, выдутая вручную с толстой угольной нитью, была изготовлена, как говорят, компанией Shelby Electric Company. Но эта компания, несмотря на прекрасное качество, не стала гигантом нации по простой причине. Компания Shelby делала лампочки надолго, и поэтому, купив однажды у них лампочку, никто не нуждался в замене. Капитан пожарной службы Кирби Слейд и его подчиненные относятся к лампочке с благоговейным уважением. В эпоху планового устаревания, когда гаджеты вечно разваливаются, перегорают или ломаются, отрадно наблюдать, как пыльная столетняя лампочка светит, светит и светит. Таково, друзья, учение Христа. Зажженное 2000 лет назад, оно ярко светит и в наши дни, освобождая из гнетущей тьмы, из греховного рабства всякого человека. А свободны ли вы, друзья? Изменила ли истина ваш взгляд? Перешли ли вы из царства смерти в царство Божьего Сына? От рабства греха к настоящей свободе? Если вы не уверены, то скорее обратитесь к истине, той, которая заключена в Слове Христа. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. Наш адрес электронной почты rmtwr.by@gmail.com. Звоните в будние дни с 10 часов до 18. Код страны 8 10 375. Код города 162. Телефон 32 10 68.